Алтар Михайлович, вот подходит к концу 2022 год. Хотелось бы услышать от вас краткий отчет о результатах деятельности таможенных органов Республики Абхазия. Прежде всего хочу выразить слова благодарности за выделенное время и интерес, который вы проявили к результатам деятельности нашей службы. Основные усилия Государственного таможенного комитета в этом году, как и в предыдущие годы, были направлены на совершенствование путей таможенного администрирования, создание благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, обеспечение полноты и своевременной уплаты таможенных платежей. За счет повышения уровня администрирования таможенных платежей показатель по их начислению на сегодняшний день составил 2 миллиарда 891 миллион рублей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 203 миллиона рублей. Выполнение составляет 117%. Также хочу отметить, что у нас еще впереди 4 дня, а план на декабрь составляет 251 миллион рублей. На сегодняшний день исполнение плановых показателей за декабрь составляет 87%. Надеюсь на его выполнение. Мы активно следим за результатами вашей деятельности на вашем официальном сайте. Учитывая положительную динамику в исполнении плановых показателей на протяжении 11 месяцев 2022 года, выражаем свои уверения в том, что и последний месяц уходящего года вы завершите успешно. Благодарю за ваше доверие, и мы нацелены на это. Как вы считаете, что же все-таки стало залогом таких высоких результатов? Стало больше участников внешнеэкономической деятельности, товарооборот стал больше? Вы знаете, мы основательно подготовились к встрече с вами. Хочу представить вам статистические данные объема внешней торговли за 2022 год. Вот, пожалуйста. Итак, объем внешней торговли в Республике Абхазия за 2022 год составил 39 миллиард 511 миллионов рублей, что выше показателя аналогичного периода 2021 года на 4 миллиарда рублей. Из них товарооборот по импорту вырос на 4,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 32,6 миллиарда рублей. Товарооборот по экспорту вырос на 873 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 6,9 миллиарда рублей. Увеличение импорта обусловлено ростом следующих товарных позиций. Минеральные продукты на 850 миллионов рублей, мясомолочная продукция на 341 миллион рублей, строительные материалы на 844 миллиона рублей. Рост экспорта связан с увеличением объема вывоза из страны таких товаров, как рыбий жир, рост на 468 миллионов рублей, рыбная мука, рост на 805 миллионов рублей, древесина и изделия из нее, рост на 16 миллионов рублей, текстильные изделия, рост на 110 миллионов рублей. В этом году в целях улучшения качества организации таможенного оформления и таможенного контроля было принято решение о реорганизации структуры таможенного поста Сухум и создании общего отдела таможенного оформления. Данный пост теперь располагается в новом здании. Эти изменения позволили ускорить процесс организации таможенного оформления, повысить профессиональный уровень должностных лиц. На качество таможенного администрирования влияет не только организация работы внутри ведомства, но и качество взаимодействия с государственными контролирующими органами Республики Абхазия и непосредственно с участием в внешнеэкономической деятельности. Так, в этом году в рамках рабочей встречи представители госстандарта и карантинной службы выразили свое согласие на организацию работы в выходные дни. Следовательно, полноценное таможенное администрирование у нас происходит теперь без выходных в тесном взаимодействии с государственными контролирующими органами. Мы стараемся прорабатывать все вопросы с учетом позиции участников внешнеэкономической деятельности путем ведения тесного диалога. Так, в преддверии курортного и цитрусового сезона были организованы встречи с участниками внешнеэкономической деятельности. Конечно, не все озвученные ими вопросы получалось реализовывать, но
по линии международного таможенного сотрудничества наши коллеги из Федеральной таможенной службы России оказали нам содействие в решении многих насущных вопросов, за что хочу выразить им слова благодарности. Как показывает практика, только командный дух, общая идея, правильная расстановка приоритетов, профессиональный кадровый потенциал могут стать залогом хороших результатов в работе. Сейчас, наверное, самый пик вывоза цитрусовых плодов. С какими трудностями вы сталкиваетесь в этом направлении? По тем прогнозам, которые представило нам Министерство сельского хозяйства, объем урожая этого года составляет 50 тысяч тонн цитрусовых плодов. Однако из-за позднего созревания плодов их вывоз начался значительно позже. И на сегодняшний день экспортировано более 27 тысяч тонн, что больше по объему экспорта цитрусовых плодов за аналогичный период прошлого года на 10 тысяч тонн. Во избежание заторов на абхазо-российском участке государственной границы в период цитрусового сезона заблаговременно в Государственном таможенном комитете прошла встреча с крупными участниками внешнеэкономической деятельности, специализирующимися на экспорте цитрусовых плодов, а затем состоялась рабочая встреча с коллегами из Федеральной таможенной службы России. Путем конструктивного диалога и тесного взаимодействия таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации нам сегодня удается решать все проблемные вопросы. Отрицательная динамика в этом году прослеживается на вывозе таких сезонных сельскохозяйственных продуктов, как хурма, киви, фейхоа. В прошлом году за аналогичный период экспортировано было гораздо больше. Сокращение объемов таких товаров связано с их низкой урожайностью в текущем году. Однако не по всем позициям у нас спад. Так, например, по экспорту ореха прослеживается положительная динамика. Общий объем вывоза ореха составляет 4500 тонн, что больше показателей аналогичного периода 2021 года почти на 2000 тонн. Вот вы отметили, что профессиональный кадровый потенциал – очень важное звено в организации работы. Как вы повышаете профессиональный уровень сотрудников таможенных органов? В целях определения уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности, а также для совершенствования работы по расстановке кадров, была проведена аттестация сотрудников. По результатам аттестации все сотрудники были признаны соответствующими занимаемой должности. 35 сотрудников сдали аттестацию на отлично. Перед началом аттестации сотрудники Государственного таможенного комитета читают курс лекции, проводят практические занятия. При реализации кадровой политики по приему на работу в таможенные органы предпочтение отдается кандидатам, окончившим специализированные вузы и набравшие наивысшие баллы при прохождении конкурса на замещение вакантной должности. Утар Михайлович, ваша личность, наверное, у всех ассоциируется с Министерством внутренних дел. Как вы оцениваете взаимодействие таможенных органов с органами внутренних дел с вашим приходом? И что вами уже реализовано по линии правоохранительной деятельности во взаимодействии? 8 апреля этого года впервые состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Государственным таможенным комитетом и Министерством внутренних дел. На сегодняшний день создана рабочая группа из числа ответственных должностных лиц Государственного таможенного комитета и Министерства внутренних дел, которые занимаются вопросами реализации положений настоящего соглашения. За этот год по линии правоохранительной деятельности возбуждено 265 дел. За аналогичный период 2021 года было всего 119 дел. Оперативные подразделения ГТК в течение года были реализованы при совместном участии с оперативными подразделениями Министерства внутренних дел 18 оперативных сообщений, по результатам которых были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества. По данным фактам были возбуждены уголовные дела и переданы по подследственности в надзорную инстанцию. Будем надеяться, что дальше будет лучше. А какие мероприятия реализуются по линии международного таможенного сотрудничества? В этом году была продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества.
Основные усилия были направлены на реализацию пунктов программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Так, в целях реализации пункта 44 программы ответственными должностными лицами Государственного таможенного комитета и Федеральной таможенной службы России был разработан проект нового таможенного кодекса Республики Абхазия, который уже прошел все внутригосударственные процедуры согласования и направлен в парламент. Кодекс включает в себя 489 статей и соответствует современным подходам и методам реализации таможенной политики. Очень жаль, что подходит к концу наше с вами общение. Так много еще вопросов, но оставим их на следующий год. С наступающим вас Новым годом, крепкого здоровья, успехов в службе на благо нашей страны. Разрешите и мне поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам и всем нашим гражданам здоровья в Новом году, счастья, терпения и удачи, добра и благополучия. Чангзил.